Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 8 улусов Якутии вошли в состав арктической зоны. Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Оленёкский, Среднеколымский и Эвено-Бетантайские улусы теперь смогут пользоваться программами по развитию Арктики. Все они полностью или частично находятся за полярным кругом. До этого в состав российской Арктики уже входили Алахевский, Анабарский, Булунский, Нижнеколымский и Устьянские улусы. Отнесение улусов к арктической зоне переводит их в определенную категорию, которая будет попадать в отдельные программы, что будет способствовать их социальному и экономическому развитию. Смотрите, указ вышел президента Российской Федерации, он касается включения дополнительно 8 районов Республики Саха-Якутия в арктическую зону. У нас есть регионы арктические целиком, такие как, например, Мурманская область, Карахангельская область, а Республика Саха-Якутия, несмотря на то, что она находится в наиболее экстремальных климатических условиях и традиционно является такой наиболее северным субъектом Российской Федерации, не относится целиком к Арктике. И до последнего времени относилась в очень небольшой своей части. Всего лишь 5 районов из 34 районов, которые у нас есть, и 2 городских округов, относятся, собственно, к арктической зоне. Но понятие это, конечно, в большей степени юридическое, потому что, когда мы говорим о том, что Арктика является стратегическим приоритетом, что она является стратегическим регионом, конечно, речь идет не столько о том, чтобы отделить те регионы, которые находятся севернее полярного круга, от тех, которые находятся южнее полярного круга, или от те зоны, которые непосредственно являются прибрежными, а те, в которых люди проживают в экстремальных условиях, но не на берегу Северного Ледовитого океана. Суть в том, что сама арктическая зона, являясь концентрацией большого количества природных ресурсов, являясь точкой пересечения разных геополитических интересов и одновременно являясь очень малозаселенной, сейчас является тем пространством, той точкой, с которой связано, безусловно, будущее в стратегическом горизонте. И в данном случае, почему для нас важно это решение президента? Сейчас Арктике уделяется особое внимание, арктическим территориям придан особый статус. В частности, уже готовится в настоящее время решение, которое будет приравнивать всю арктическую территорию к территориям опережающего развития по аналогии с Дальним Востоком. А это значит, что любой предприниматель, который инвестирует средства в новый проект, получает очень серьезные преференции. И вот для этого имеет значение именно юридический статус. И поэтому теперь во всех 13 районах, которые сейчас отнесены к арктическим, вот эти серьезнейшие преференции, они распространены на инвестиционные проекты. Именно этим и обусловлено то, что мы действительно очень большое значение придаем принятому решению президентом Российской Федерации. Мы давно к нему шли. Его инициировал еще Михаил Ефимович Николаев, занимался активно и Штыров, и Борисов, предыдущие руководители республики. И сейчас нам очень важно, что президентом Российской Федерации наконец это решение принято, и большая часть, значительная часть территории уже нашей юридически отнесена к арктической, значит, жители, которые на ней проживают, предприниматели, которые там работают, с полным основанием получат доступ ко всем тем преференциям, которые сейчас разрабатываются. Огромная работа была проведена правительством Якутии, Илтуменом, а также Государственной Думой Российской Федерации и Советом по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации. В мозгах людей, руководителей, все же какой-то сдвиг происходит. В каком смысле? Во-первых, постановка вопроса. Не общие слова, а конкретные. Конкретное – это указы, конкретно это национальные проекты. Когда конкретика есть, мобилизовать народ лучше. Так. Самое главное муниципалитетам – это они работали как единая команда. Не случайно у якутского народа есть пословица «Народ кюге, камель кюге». Сила народа – силе природы. Вот. Если объединяются они, как одна команда действует, любые преграды. Это неоднократно в своей жизни народ республики доказал.
особенно в 90-е годы. Второе, все же кадры должны учиться. Кадры не только специальность должны иметь, а должны быть компетентны. Вот компетенции многих людей не хватает. Потому что сегодняшняя постановка вопросов во всех плоскостях требует компетенции. Быть компетентным в том или ином вопросе. Сегодня поставлены руководством республики, главой республики Алексеем Сергеевичем очень амбициозные задачи. Быть лидером многих вопросов России. Так? Это его и предвыборная была, послевыборная, она реализуется в указах его. Подумайте сами, находясь в таких труднейших климатических условиях, удаленности от центра, отсутствием хорошей инфраструктуры, поставить эту задачу, быть в лидерстве, по ряду позиций, будь это образование, будь это здравоохранение, будь это продолжительность жизни, будь это демография и так далее, это сложная задача. Нам очень серьезно надо поработать, потому что мы сегодня не ахти первых рядах по этим направлениям. Я желаю всем жителям нашей республики во главе с муниципалитетами, во главе руководством республики не на словах, а на деле быть сплоченными и работать над реализацией национальных проектов, которые ставятся сегодня во всей России. Новый статус 8 северных улусов распространит на них действие нового закона о государственной поддержке инвестиционной деятельности в арктической зоне Российской Федерации, который подготовлен Минвостокразвития по поручению президента. Также сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы дополнительные меры по социальной поддержке предоставить. Потому что мы все знаем, что система так называемых северных преференций или северных компенсаций, она была сформирована в советское время, и она во многом, с одной стороны, можно сказать, устарела, с другой стороны, является очень запутанной и противоречащей друг другу. Так вот, сейчас будет обсуждаться тоже вопрос о том, чтобы приводить ее к современным реалиям и современным условиям. А для этого нам тоже важно, чтобы юридически наши районы относились к арктической зоне. Помимо этого, я хочу отметить, что социальное развитие и социальная сфера Арктики, она имеет свои серьезные особенности. Опять же, повторюсь, что это, наверное, связано не столько с тем, кто севернее, кто южнее полярного круга проживает, сколько с тем, что, проживая на обширных и малозаселенных территориях, мы людям должны создавать дополнительные гарантии и создавать условия для того, чтобы жизнь была достойной и комфортной. Это касается и требований к сети учреждений, сейчас активно обсуждаемая тема, безусловно, требования к школам, к объектам здравоохранения, к объектам социальной сферы, которые находятся в арктической зоне, они должны быть иными. Мы не можем просто автоматически распространять те стандарты, которые применяются к более густонаселенным районам и к районам с более комфортными условиями жизни, вот к этой, безусловно, важной, но одновременно экстремальной территории. Якутия – это уникальная территория с суровым климатом и огромным пространством, слабо развитой инфраструктурой и низкой плотностью населения. Без поддержки государства, без комплексного подхода в поддержке управления это невозможно говорить о эффективном экономическом развитии арктической зоны. Конечно, понятно, что сегодня должны быть какие-то такие базовые, якорные, так скажем, проекты инвестиционного развития арктической зоны, да, которые потянут за собой экономику и все. Так как стоит задача в том числе укреплять темпы развития базовых отраслей, в частности сельского хозяйства, я думаю, что в этом направлении мы должны тоже использовать новые подходы. Самое главное это консолидировать, то есть вместе. Год консолидации и так далее у нас, в общем-то, я скажу, что в Момском районе
Мы консолидированно работаем с главами наследников. Вот. Мы обсуждаем все свои направления, все свои вопросы развития и так далее. Проблемные вопросы, развития, да, дальнейшее и так далее. Мы уже сейчас имеем свой план, куда мы должны дойти вот, во исполнение вот этих стратегических предпазываний охраны и так далее. Поэтому мы сегодня, думаю, видим, куда мы должны двигаться. Есть сегодня линия, да, по которой мы должны идти. Ну, так скажем, стратегия, программа, да, и та жесткость, которая сегодня она придерживается, да, вот, она так и должна быть. Должен быть план, по которому мы должны следовать. И то, что Арсений Сергеевич, да, вот, ну, наш лидер, да, вот, он такую позицию принял, это правильная позиция, я считаю. Да, вот. Есть нюансы, есть небольшие там как бы несогласия там, и так далее, да, но самая главная стратегия есть, которая и есть конечная цель, к которой мы должны стремиться все сообща. Наконец, восторжествовала справедливость по отношению к жителям тех 8 районов, которые вошли в состав Арктики. Абсолютно согласен, что работа предстоит большая. В частности, она будет заключаться в том, что совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики Российской Федерации мы будем разрабатывать программы социально-экономического развития каждого арктического района. И эти программы будут закреплены на уровне федеральном, на уровне решений правительства Российской Федерации. Вот именно эту работу сейчас мы ведем, и здесь, конечно, мне хочется пожелать нам вместе, правительству республики, министерством республиканским, вместе с главами районов очень активной, плодотворной командной работы. От нас потребуется такое именно позиция не реагирования на запросы и не формирования документов бюрократического характера, а проактивная такая лидерская позиция, когда мы должны сами предлагать решения, которые мы считаем наиболее актуальными, наиболее острыми, выходить с ними на федеральный уровень. И как мы видим, как подтверждает это решение на уровне руководства страны, поддержка будет получена, и при такой активной позиции мы сможем решить задачи, которые стоят перед нашей арктической зоной.